я думаю, этот вопрос, конечно, назревший уже. Назревший. Но есть несколько вопросов, которые на слуху у всех, и которые так или иначе обсуждаются, которые касаются и политики, и специалистов. Ну, во-первых, вот это пресловутое положение о верховенстве международного законодательства над национальным. Но это очень маленькое исключение. Небольшой круг стран имеет их. Дело в том, что нашу Конституцию в 1993 году разрабатывали с самым-самым активным участием иностранных специалистов, прежде всего американских. Они не убедились, что необходим такой пункт. Это неправильно. Это неправильно совершенно. Значит, никогда международное законодательство не должно и не может иметь приоритета быть национальным. Когда принимаются национальные законы, конечно, надо учитывать эти обязательства и так далее. А если они будут приняты вообще направленные против России, мы что же должны их у себя дублировать, что ли? Это положение, оно уже сейчас вредит в конкретных случаях, конкретных практических случаях, которые связаны с судебными тяжбами, там, юридических лиц и так далее. Это вот такое положение. Очень много вопросов, на самом деле, по системе власти. Значит, прежде всего, это распределение, значит, полномочий между уровнями власти. Ну, что такое муниципальное образование? Значит, это, с одной стороны, в соответствии с законодательством, это не является органами государственной власти. А с другой стороны, на практике, в том числе и члены правительства российских, которые утверждают, что нет, это один из уровней государственной власти. А когда наступает дело до, как бы, по конкретным вопросам надо отвечать, кто что-то не сделал, кто виноват и так далее, то, значит, все разбегаются в кусты. Вот лесные пожары. С одной стороны, все функции по лесам сосредоточены на федеральном уровне, а с другой стороны, виноваты, оказываются муниципалитеты и регионы за то, что, значит, пожары. Или вот наводнение, пожалуйста, в Иркутской области объявили виновными региональные власти, муниципалитеты, а где федеральные власти? Ведь по законам и Конституции это их функция. Чрезвычайная ситуация общенационального масштаба, а там именно такая ситуация. Вот эти все вопросы, они назрели, требуют уточнения. Есть вопросы другого порядка. Значит, уже сейчас становится понятным, что, будем говорить, гипертрофированная полномочия, властные функции и так далее имеет исполнительная власть в лице президента. И совершенно недостаточно таких полномочий у органов законодательных. Это нарушает баланс, будем говорить, интересов и, скажем, не работает система так называемых сдержек и противовесов, когда как бы в само устройство власти должно быть таким образом построено, чтобы всегда учитывались разные интересы, вырабатывались согласованные решения. Сейчас вот решение одно, значит, это самодавлеющее, значит, так, власти больше, чем у императора, у президента, независимо от того, кто конкретно является президентом. Значит, надо все-таки, значит, где-то там уравновесить. А парламент потому не воспринимается, может быть, как серьезная политическая структура и среди населения, что он реально имеет очень мало полномочий. Пожалуй, значит, скорее у него полномочия представительные, значит, чем законодательные. Потому что подавляющее большинство законов все-таки пишет правительство России. Парламент только одобряет их. Надо все-таки изменить, мне кажется, порядок выборов в органы государственной власти. Ну, вот эти многочисленные всякие ограничения, фильтры. Вот в Конституции написано, что как бы свобода выбора есть у человека, на практике ее нет. Значит, ну, например, муниципальный фильтр. Значит, ну вот мы говорим о выборах главы субъекта федерации, а при чем здесь вообще говорят депутаты каких-то муниципалитетов? Это же наш должен быть выбор. А они могут нашего кандидата не допустить до выбора, не дав ему подпись, там, голоса. Значит, надо искать какие-то другие схемы. Какие конкретные? Значит, в мире ничего идеального нет, надо просто воспринимать те недостатки, которые мы видим сейчас, как результат деятельности, действия Конституции с 1993 года. Значит, мы приняли Конституцию, которую считали тогда нужной.
Значит, но теперь жизнь показала, что в этом она себя оправдала. Вот эти статьи хорошо работают, эти не очень. Надо подкорректировать, исправить и двигаться дальше. Ничего тут такого экстраординарного нет, не надо воспринимать это как что-то такое вопиющее. Это, мне кажется, нормальная работа, мы подошли к этому. Это говорит о том, что эти перемены назрели сами по собой, а не просто плод чьих-то там размышлений, усилий. Это объективная сторона дела. Возможно, есть и субъективная, допустим, которая связана с разными поисками вариантов о том, как сохраниться у власти некоторым людям и так далее. Но вот это недопустимо.